Hyundai Solaris. Ехал наоборот, хотел, чтобы прямо ехал. Так я наоборот просто хотел поехать. Я виноват, я признаюсь. Ну, маленько выпил вчера. Достаточно явлений. Я ведь ничего не нарушал, прямо ехал, ничего не нарушал, прямо ехал. За первые 6 дней проведения профилактического мероприятия «Бахус», целями и задачами которого является выявление и исключение из процесса дорожного движения водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на территории республики были задержаны 146 водителей за такой вид правонарушений. Это и лица, имеющие явные признаки алкогольного опьянения, отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования в установленном порядке, и водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Все они, конечно, сохранили не только свою жизнь и здоровье, но и целостность своего имущества. Но не для всех водителей такая нетрезвая поездка заканчивается встречей с сотрудником госавтоинспекции. Для многих она заканчивается более печально. Это дорожно-транспортное происшествие, в том числе ДТП, которое этого водителя переводит из разряда правонарушителя в разряд преступники. Вчера на территории Можгинского района, это село Кучас, молодой человек 93-го года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, не справившись с управлением, выехал на встречную обочину, где совершил наезд на 16-летнюю девушку. Девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована, а нетрезвый водитель скрылся с места происшествия. В дальнейшем, в ночное время, сотрудниками госавтоинспекции был установлен и задержан. Уже сегодня, в дневное время, на территории города Ижевска, на улице Удмуртская, водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями – Daewoo Nexia и автомобилем BMW. Транспортным средством причинен значительный ущерб. Поэтому мы вновь и вновь обращаемся ко всем жителям нашей республики не оставаться к данной огромнейшей проблеме равнодушными и любую информацию о нетрезвом водителе передавать в органы полиции, потому что под колесами такого водителя в любую минуту может оказаться ваш самый близкий человек. А та информация, которую вы по каким-то своим внутренним убеждениям либо причинам не передали в органы полиции, может обернуться трагедией. Сидите, я с вами так пообщаюсь. Что случилось у вас, причина нахождения в автомобиле ГИБДД? Не знаю. Не знаете? Просто парни свернули сюда вот это. Хотели сюда свернуть, видать. Давайте по порядку. А каким автомобилем вы управляли? Hyundai Solaris. Hyundai Solaris. Да. Стаж вождения ваш сколько составляет, стаж водительский? 84 года. С 84 года. И сегодня что в пути произошло? Я ехал наоборот. Хотел, чтобы прямо ехал. И парни вот, как понять было? То есть два человека сразу решили выехать вам в лоб? Так нет, они раз резко свернули, я не успел тормознуть. Не успели тормознуть? Нет. А как вы думаете, в чем же причина того, что вы не успели тормознуть? Так я не знаю, так... Тогда, наверное, ответ на этот вопрос я знаю. От вас исходит резчайший запах алкоголя, и у вас в наличии признаки алкогольного опьянения. Нет, употребляли когда вы? Я признаюсь, что это я вечером употреблял. Вечером употребляли? Да, вечером. И что дальше произошло? И все. А сегодня решили сесть за руль? Так я наоборот просто хотел поехать. Ну, абсолютно никакого значения не имеет, куда вы хотели поехать. Вы сели за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Нет, не алкогольное опьянение. Алкометр вам давали инспектора? Да, Какие циферки там? Не знаю. Не знаете? Сейчас мы об этом узнаем. Ответственность вам известна? Да. Какая ответственность у нас за это? Ну, так я виноват, я признаюсь. Я говорю, ответственность за управление автомобилем водителем, который находится в состоянии опьянения. Вам известно, что за это бывает по закону? Не знаю. Не знаете? Тогда я вам расскажу, что управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. И при этом водитель остается без прав на срок от 1,5 до 2 лет. Я ведь это сегодня не употреблял. Вам вчерашнего хватило, товарищ водитель? Вам хватило вчерашнего, чтобы сегодня на 12-13 часов дня еще оставаться в состоянии опьянения.
Еще полдня алкоголь оказывает на вас воздействие со вчерашнего вечера. Наверное, его было многовато. Ну, маленько выпил вчера. Сколько автомобилей разбили-то? Разбили сколько автомобилей вы сегодня? Я не знаю, что там. То есть вы даже не знаете последствия вашего ДТП? Я вообще шок это. Тогда я вам тоже эти последствия расскажу. Кроме вашего автомобиля повреждено еще 2 транспортных средства. Я не знаю. Вот свой автомобиль разбил, то... Это я уже, товарищ водитель, не знаю. Может, вы мне подскажете, как сделать так, чтобы пьяных водителей не было на дороге? Что сделать-то? Так я не пьяный езжу-то. Я с 84 года езжу. Что сделать-то государству? Штрафы поднять раз в 10? Нет, Или конфискацию автомобиля все-таки наконец-то ввести? ничего не надо. Как поступить, чтобы не было водителей пьяных на дороге? По вашему мнению. Я ведь не пьяный езжу. Я не пьяный езжу. То есть почти 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе – это Так не пьяный. Нет, я вчера только пил тоже, не сегодня-то. Я ведь не алкогольный пьяный, так не езжу. Так получилось? Остаточное явление-то как. Остаточное явление. Ну, Слава богу, что эти остаточные явления не привели к человеческим жертвам. так, нет, конечно. А за 2 разбитых иномарки, я думаю, что ОСАГО все-таки не покроет ущерб. Придется и вам немножечко вложиться. А что? Я ведь ничего не нарушал, прямо ехал. Если Прямо парни- ехали и оказались на встречной полосе, Нет. где совершили столкновение с 2 парни автомобилями. Съехали туда вот. Еще раз повторяю. Выехали на встречную полосу, где совершили столкновение с 2 автомобилями. Вот это последствия вашего ДТП, о которых, к сожалению, еще пока не были оповещены. Так ведь? Спасибо.